Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Разговор с вашим ангелом-хранителем. Давайте посмотрим, что ангел-хранитель прямо сейчас, в эту самую минуту, хочет вам сказать. Либо о чем хочет предупредить, какое будущее хочет вам предсказать. Настраивайтесь, мои хорошие, мысленно либо вслух обратитесь к своему ангелу-хранителю и попросите для себя нужную, ценную и полезную информацию. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы желаем слышать и узнать. Как много всего у вас тут вышло. Отсыпка у нас, конечно, общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое старайтесь не пропускать. Ваш путь, вот он, очень тернистый, и на пути очень много преград. Но этот путь, он ваш, и он единственно правильный для вас. Пройдя этот путь, вы обретете свою птицу счастья. Вот она у вас вышла. Шикарная птица счастья. Смотрите, вы все разные. У каждого свои задачи, у каждого своя история, у каждого свои предпосылки. Но ангел-хранитель говорит о том, что вам ни в коем случае нельзя отступать. Ни в коем случае нельзя сворачивать. Ни в коем случае нельзя ждать. Вы должны идти сквозь камни и терни, через вот эти выбоины и подъем. Вы должны идти. То, что вы делаете сейчас, закончится тем, что вы обретете свою птицу счастья. Если вдруг по какой-то причине вы хоть немножечко замешкаете, либо отступите от своих планов, идей, либо начинаний, считайте, что вы эту птицу уже в ближайшее время не увидите. Здесь настойчивая просьба не сдаваться, идти вопреки тому, что путь максимально сложный, максимально в помехах, да, вы должны идти. Ангел с вами, где надо подскажет, где надо убережет, где надо и дорожку вам подсветит. Идите. Еще здесь показано, что какие-то плохие, злые люди хотят, чтобы вы отказались от своего пути, либо отказались от своих идей, отказались от своих замыслов. Здесь как конкретно, да, человек может быть плохой, завистливый, ваш враг, так и, например, зло, которое действует через других людей, которые начинают вас отговаривать, говорить вам, что ой, так сложно, зачем это все, да, ищи там другие варианты, ищи другие лазейки. Поэтому идите. То, что вы начали, то, что вы задумали, то, чем вы занимаетесь, идите до конца. И не обращайте внимания на эти проблемы и сложности. В итоге птица счастья вас ждет. Дальше, мои хорошие. Здесь в самом низу, в корне рисунка, показан огонь. Огонь, который не обжигает, но который очищает. И этот огонь, именно он с правой стороны идет. Я так понимаю, что вы сейчас проходите какую-то чистку. Да? Может быть, вы самочистки делаете. Может быть, вы коллективные чистки, да, делаете, посещаете. Может быть, вы к какому-то специалисту ходите. Сейчас идет чистка, очень серьезная чистка, может быть, святочные дни, да, из-за этого чистка происходит. Вы, например, небеса просили о том, чтобы избавиться от каких-то проблем. Вот этот огонь, он благодатный, он выжигает весь негатив. И этот же огонь, он вас согревает и наполняет светом вашу душу. То, что сейчас происходит, пусть вам кажется, что и не очень хорошее происходит, на самом деле это очищение и избавление. Смотрите, как понять, если за последнее время ваша жизнь прям очень сильно ухудшилась, и вы прям считаете, что все, в тупик, я иду в тупик, либо вот-вот и будет обрыв. Это как раз-таки все признаки того, что жизнь ваша будет меняться.
Зло не желает сдаваться, понимаете, не желает отступать. Поэтому зло сейчас вцепилось в вас вот со всех сторон. Но этот благодатный огонь, он это зло все выжжет. Понимаете, выжжет, его не будет. И будут перемены, те самые перемены, о которых вы всегда просили, мечтали, заказывали. Вот, на то, будет то, на что вы надеялись. Вот он, благодатный огонь. Не бойтесь этого огня, не бойтесь того, что сейчас с вами происходит. Наоборот, это знаки надежды. Это знак того, что вас слышат, видят. И знак того, что ваша жизнь, она меняется. Меняется, зло уходит. Но уходит с кулаками, к сожалению. Ну, обычно так и бывает. Да. Все хорошо с вами. Это именно перемены. Дальше показывают вас, но показывают, как будто бы вы камень преткновения, да, каменная статуя преткновения. Из-за вас какие-то люди очень сильно ссорятся. Ссорятся, ругаются, выясняют отношения. Между этими людьми прям борьба происходит. И все это из-за того, что вы не обозначили свою жизненную позицию. У кого-то отыграется, что это два претендента, либо две претендентки на ваше сердце, да, и на жизнь с вами. У кого-то, возможно, это друзья, там, родственники, может быть, между собой. Может быть, даже работодатели, да, сейчас за вас борются. Даже в рамках одного предприятия, да, может быть, вас хотят пригласить работать и в один отдел, и в другой отдел, и вот эти люди никак не могут решить, да, кто будет с вами, у кого вы будете работать, либо с кем вы будете вместе создавать семью, любовь строить, либо кому вы больше расположены. Поэтому для того, чтобы все не усугубилось, вам необходимо прямо именно сейчас определиться с тем, чего хотите конкретно вы, и обозначить как можно ярче и громче свою позицию. Вот я хочу быть с тобой, Вася, а вот с тобой, Коля, я хочу дружить. Либо вы оба мои родственники, и вас люблю я одинаково. И если вы будете ругаться, вы будете прежде всего делать больно мне, потому что я буду страдать из-за этого. Либо я буду работать в этом отделе, но в этот отдел я могу там приходить и делиться там своими знаниями либо опытом. Понимаете, нужно обозначить свою позицию. Из-за того, что вы сейчас растеряны, из-за того, что вы сейчас игнорируете, грубо говоря, да, может быть, вы особо и не вникали в эту тему. Из-за вас сейчас вот идут баталии, да, люди выясняют отношения, ругаются. Может случиться что-то непоправимое, да, люди могут там превысить свои полномочия, да, либо перешагнуть какой-то рубеж, да, и больше там сильнее ругаться, либо подраться, либо еще что-то может произойти. Вам нельзя занимать нейтральную позицию. Вам нужно как можно скорее определиться и сделать свой окончательный выбор. И очень громко об этом заявить, да, обозначить свою позицию. Это важно. Само собой тут ничего не решится. Все слишком сильно запуталось. И еще, мои хорошие, здесь женщина, которая как на два фронта играет. С одной стороны, она вам улыбается, она вас к себе зовет, приглашает, она с вами там диалоги ведет, она вам там кучу хороших слов говорит. И тут же, буквально вот в том же моменте, она отворачивается от вас и начинает про вас гадости говорить. Такая двуликая дамочка, да, вот затесалась в ваше окружение. С этой дамочкой вас ждут одни неприятности, если вы не перестанете с ней общаться. Она то ли ненормальная, вот бывает такое, да, у людей там поврежденная психика, то ли это человек сам по себе такой, знаете, из говнеца сделанный. Поэтому лучше вам просто перестать с ней общаться. Я так понимаю, что вы понимаете, о ком речь идет, да, потому что у вас эта женщина очень часто настораживает, да, у вас по поводу этой женщины всегда очень много вопросов в голове. По поводу ее странного поведения, отношения. Возможно, даже она при вас же обсуждала, либо позволяла себе в вашем присутствии какую-то критику, либо даже осуждение. Да? Вот. Женщина абсолютно ненормальная, неадекватная, и от таких людей лучше держаться подальше. Так что пока не поздно. Сделайте шаг в другую сторону и просто прекратите общение с ней. И это вам пойдет на благо. Дальше. То, что кажется невозможным, близко как никогда. Подумайте все, что вам кажется невозможным. Либо то, что вы для себя определили как в принципе невозможное, очень близко к вам находится. И тут буквально достаточно протянуть руку для того, чтобы это ухватить.
ваша неуверенность в себе, либо ваше вот это заранее, вот этот сценарий, да, что нет, ничего не будет, нет, ничего не получится, не позволяет вам увидеть ту крутую возможность, которая уже вот она, прям перед носом находится. Постарайтесь думать более позитивно, и вот этот позитивчик, он позволит вам рассмотреть эту возможность, которая здесь показана. Прям руку протяни, и ты схватишь. Именно так вам ангел говорит. И еще мужчина и женщина друг от друга отвернулись. Отвернулись они по причине разногласий, несогласия с друг другом, по причине даже какой-то усталости друг от друга. Ну, так иногда бывает. Даже в самой любящей паре люди сталкиваются с тем, что все приедается, да, что идет усталость друг от друга. Когда вы там неразлучны 10 лет подряд живете, там, друг другу в спину дышите, то усталость, она все равно придет. Это не конец, это не точка. Вы друг для друга созданы, и с друг другом вы должны пройти рука об руку всю жизнь. Вот. То, что сейчас кажется крахом, на самом деле это новая отправная точка. Да, вот эта разлука, либо то, что вы сейчас не общаетесь, либо разъехались, вам пойдет на благо. Вы точно скоро снова соединитесь, и ваше новое объединение, оно будет максимально эффективным. Вы прям почувствуете, что вот этот человек для меня самый дорогой, я не могу и не хочу потерять. И мужчина то же самое почувствует. Вам нужно это время, вам нужна эта передышка. Да? То, что происходит сейчас, это на благо пойдет. И не нужно тут строить каких-то апокалиптических планов и говорить, что все, теперь мне нужно искать нового мужа, я теперь одна, да, мы будем разводиться. Этого не будет. Вы как разошлись, так вы и сойдетесь. Но сойдетесь уже в более благополучное время. Вы сойдетесь с чистого листа. Вы сойдетесь, любя друг друга и оберегая друг друга. Здесь у вас все по-другому будет, гораздо лучше, чем было. Усталость – это из-за усталости и из-за тех проблем, которые накопились. Да, слишком долго вы там друг на друга перекидывали, либо друг от друга чего-то ждали. Ну, ничего здесь страшного не происходит. Здесь просто люди разошлись для того, чтобы снова сойтись. Дальше показывают женщину, которая в погоне за идеальной формой себя просто доводит. Вы доводите себя не только в физической форме, да, то есть вы, скорее всего, очень мало кушаете, либо вовсе не кушаете, да, там голодовка, голодание, интервальное питание, возможно, в принципе, да, вы уже там приближаетесь к булимии какой-нибудь. Вы еще очень сильно в энергетическом плане истощены. И это очень плохо, да? Это и в физическом плане плохо влияет на ваше здоровье, состояние там, кожи, тела, органов. И также очень плохо в энергетическом плане. Вы очень хорошо выглядите. Вам не нужно худеть больше. Это просто шаг в никуда. Смотрите, сейчас вы, ну, грубо говоря, становитесь все более доступнее к злым проявлениям, к проявлениям злой силы. То есть больше подвержены сглазам, больше подвержены негативному воздействию, порча может легче на вас, да? Там любое высказывание негативного характера тоже может лечь на вас. Вам нужно что-то с этим делать. Вы себя, ну вот как намеренно губите, понимаете? Это не осуждение вас, это призыв к тому, что нужно немножечко менять свою политику в отношении себя самой. Именно женщина. И именно очень сильно худеет. Худеет, не употребляя еду, либо максимально ограничивая. Да? Может быть, вы там какие-то препараты себе применяете, которые подавляют полностью аппетит, и вам кажется, что «О, нет, я просто не хочу». На самом деле вы хотите, но ограничиваете себя в потреблении нужных питательных веществ, которые не только насыщают ваш организм, но и укрепляют вашу энергетику. Прекратите этим заниматься, пожалуйста, вы и так очень хорошо выглядите. Ну, либо не так радикально, девочки, вот кушать надо все-таки, да, кушать надо. Не гонитесь вот за этим скоростным похудением, пусть все это будет естественным путем, но не такой ценой. Дальше, мои хорошие, показывают, что зерна, которые вы посеяли, они начинают прорастать. Это очень хороший знак, это знак результатов. Пусть они прорастают медленно, но они это делают стабильно и уверенно.
Что вам делать? Ждать. Здесь именно нужно ждать, пока полностью прорастет зернышко, пока сформируется там, не знаю, колосочек, да, пока он нальется, созреет, потом вы сможете его собрать. Но все эти зерна, которые вы уже посеяли, они начинают прорастать. Да, там маленькие росточки появились. Вот. Теперь ваше дело ждать, пока созреет урожай. Вы все сделали правильно, вы молодец, вы должны сами себя похвалить. Это будет точно не лишним. И еще здесь показано, что вы этот будущий урожай, пока вы его не собрали, вы должны его прятать, скрывать. То есть вам нельзя об этом рассказывать. Вам нельзя рассказывать о том, чем вы занимаетесь. Рассказывать о том, что у вас уже получилось. Нельзя делиться промежуточными результатами. Чем меньше людей об этом знает, тем сохраннее ваш урожай, тем быстрее он прорастет, вырастет, нальется, тем быстрее вы его соберете. Вот когда вы его соберете, вот тогда вы можете обо всем рассказать, но не ранее. Иначе людская зависть, она ведь, понимаете, никто от этого не застрахован. Это такая зараза, она поражает всех, даже может родных людей поразить. Людская зависть может испортить ваш будущий урожай. Пока у вас тьфу-тьфу, да, по деревяшке побью, все стабильно, все в росте, нельзя об этом говорить. Вот, радуйтесь сами собой, да, научитесь радоваться сама собой, и это будет правильным. Дальше, мужчина. Мужчина как птица. Мужчине куда-то скоро нужно будет лететь. У него крылья растут. У кого-то отыграется, что куда-то ехать, да? Лететь на самолете, ехать. И также так показывают карьерные возможности, карьерные перспективы. Начиная от того, что устроиться на работу, причем работу, которая немножко далеко от вас будет. Ну и также должность, которая гораздо выше, чем та, которую вы сейчас занимаете. У мужчины прорастают крылья. Опять же, тьфу-тьфу, очень хороший знак, особенно для мужчин. Даже если вы женщина, и ваш мужчина долго страдал от безработицы, либо от того, что он не мог себя реализовать, знаете, что у него уже прорастают крылья. И скоро ему лететь. Не ругайтесь с ним по этому поводу. И вообще лучше сейчас не ругаться. Мужчина, он как гордая птица, очень высоко взлетит. Вот. А будете ссориться, ругаться, настроите его против себя. Да, может быть, у него и ничего не получится, потому что он будет в отчаянии, либо в депрессии из-за этого. А может быть, вы настолько с ним поругаетесь, что и разойдетесь, да? Вот. Не стоит этого делать, ваш мужчина будет летать. Это здесь показано. Это может быть и муж, это может быть и парень, это может быть и сын. И еще, мои хорошие, показывают, что вы безошибочно понимаете, кто вам вредит. Кто вам вредит, да, кто навредил, возможно. Вам сердце подсказывает, интуиция подсказывает. Но ангел вас призывает ничего не делать. Просто вот вы получили информацию, вы уверены, что этот человек вам вредит, ничего не делайте. Даже не говорите, что знаете, что человек вам вредит. Ангел говорит, что песенка этого человека, она уже спета, либо дорожка вот-вот и оборвется. Этому человеку именно по судьбе уготовано что-то очень плохое. И чтобы вас потом не обвинили в бедах этого человека, лучше ничего не говорить, да? Просто дождаться, да, набраться терпения и дождаться, пока этот человек свою участь встретит. А встретит он ее совсем скоро. Ну, либо она, да, может, это женщина, у кого-то мужчина, у кого-то женщина. Совсем скоро встретит эту свою ужасную участь. Просто дождитесь. Дальше показано, что камни начинают двигаться. Камни – это вообще проблемы, беды, какие-то неприятные моменты, опять же, моменты застоя. Камни начинают двигаться, как будто бы у камней выросли ноги, и они потихонечку ходят. Хороший момент в вашей жизни и судьбе. Возможность решить свои проблемы, возможность уйти от своих проблем, возможность того, что ваши проблемы сами от вас уйдут. Вот это начинается. Дальше будет больше. Вы сейчас просто наблюдаете и предпринимаете то, что можете. Да? Не нужно себя рвать на то, чтобы решить все проблемы. Вот по мере возможности, вот такое выражение очень классно подходит. Вы видите, что появляется возможность, да, применяйте свои возможности, что-то делайте, решайте. Потом следующий, да, камень. Вот поэтапно идите, не пытайтесь объять необъятное. Да? И опять же, не рвите себя
Не вкладывайте всю себя в решение вот всех проблем разом. Это не хорошо, не эффективно, и, опять же, вам это будет очень тяжело. Вас это явно не порадует. У камней ноги, и они потихоньку начинают двигаться. То есть все решаемо, все уходит. Глаз здесь показан. Здесь скорее как предупреждение, что за вами следят. Следят за каждым вашим шагом, за каждым вашим поступком. И следят не люди, а следят высшие силы. Причем как силы добра, так и силы зла. Знайте об этом и будьте аккуратны. Вы постоянно 24/7 под присмотром, да, сил. Злые силы хотят вас провоцировать, да, на всякие негативные действия, мысли негативные, негативные реакции. А добрые силы, они желают вам помочь, желают вас укрепить, желают вас защитить. Но у вас могут быть странные ощущения, вас может мурашить, вы можете что-то слышать, вы можете вот ощущать, да, что на вас кто-то прям в упор пристально смотрит, а вы, например, одна в комнате находитесь. Да, за вами наблюдают, силы наблюдают. Нужно максимально не сходить с выбранного пути, да, и не опускаться в какие-то низменные моменты, либо моменты там, злости и агрессии. Так, дальше показывает мужчину, который играет на дудочке, поет, ну, либо рассказывает, да, очень классные вещи о вас, о том, что вы уникальная, красивая, умная, прекрасная. Как будто бы мужчина, то ли родственникам он своим рассказывает, то ли друзьям. Но мне почему-то кажется, что родственникам. Как будто бы он этих людей пытается впечатлить историями о вас, да, чтобы они позитивно были настроены в вашу сторону. Мне кажется, что он будет вас с ними знакомить, да, знакомство с родственниками у кого-то накануне. Не бойтесь, здесь родственники все будут подготовлены, и в момент встречи, в момент знакомства они очень многое будут о вас знать и очень положительно к вам относиться. Вот, бояться этого не стоит. По крайней мере, мужчина сделает все, чтобы родственники вас души не чаяли. Так, еще. А вот здесь показано, что чему-то скоро суждено исполниться. Исполнится тому, что было задумано, либо то, что вы просили, то, что вы желали. Мечта, желание, просьба, да, вот что-то в таком ключе. Скоро должно исполниться. И это исполнение, оно неизбежно. То есть оно вам по судьбе. И идет оно вам в качестве награды. Награда за пережитое, либо награда за те хорошие, добрые действия, поступки, которые вы совершаете. Совершаете в сегодняшнем дне. И еще здесь показано, что это исполнение, оно как будто бы волны на воде дает. Ну, не волны, а как круги на воде, да. То есть одно исполнение потянет за собой еще каких-то несколько хороших событий, приятных и добрых по отношению к вам. То есть это ваша заслуженная награда, либо это ваша компенсация за то, что вы пережили, например, негативное. И также у кого-то еще отыграется закон сохранения энергии, когда где-то убыло, где-то прибыло. Да? Возможно, у вас в последнее время очень часто и много убывало, и какому-то другому человеку прибывало. А теперь вы просто меняетесь местами. Теперь вам будет прибывать. И начнется все с того, что у вас что-то исполнится, желанное исполнится. Дальше здесь показано решение вашего финансового вопроса. Во-первых, вас показали в шубе. Во-вторых, вас показали с монетой в руках. И в-третьих, показали, что вам открылась дорога. У кого-то это дорога к заработкам, у кого-то дорога на работу, у кого-то дорога к новой жизни, да, более состоятельного человека. Ну, шуба – это вообще шикарно, да, прям такое улучшение, что надо. Ну, деньги, сами понимаете. За вашей спиной образ козла и кошки. Кошка вцепилась в спину козла. То есть это недобрые люди, враги, недоброжелатели, возможно, те, кто вам мешал, либо те, кто занимался тем, что за ваш счет, например, жил, да, либо вас принуждал к каким-то неприятным действиям. Вот они между собой сцепились. Кошка и козел. Ну, понятно, что кошка маленькая, козел он большой. Кошке тут, скорее всего, ничего не светит. Вот, но козел тоже будет травмирован. Эти люди, не сумев навредить вам, либо не сумев от вас добиться всего того, чего хотели, начинают выяснять отношения между собой. Вам категорически противопоказано лезть в эти выяснения.
Пусть что хотят, то и делают. Ваше дело сторона. Наблюдайте. Вот, наблюдайте. Это плохие люди. И вам от этих людей действительно нужно держаться подальше. У них там очень серьезная вражда. Раньше они были как коалиция, оппозиция против вас, а теперь они враждуют. И я вижу, что нет ни одного способа, метода этих людей уже примирить. И пусть так и будет. Пусть они лучше занимаются друг другом, чем они занимаются вами. То есть их ссора вам во благо должна пойти, но вам нельзя к ним подходить и нельзя в это вмешиваться, даже если они будут вас просить. Дальше. Ближе к венцу показан паук, который запутался в своей собственной паутине. Тот, кто плел интриги, тот, кто, может быть, хотел, чтобы люди страдали, теперь будет страдать сам. Человек либо станет жертвой, да, всех этих интриг, либо человек будет отвечать за все те интриги, которые создал, сотворил. Да? Все, этому пауку, он уже вверх ногами висит, тут практически минуты остались, да, на то, чтобы хоть как-то более-менее еще дыхнуть. А дальше будет только лишь хуже. В самом венце у вас перо. Перо, причем не простое, а перо павлина. Это очень крутой знак. Это к дорогому подарку. Дорогой подарок, который вам будет сделан другим человеком, либо дорогой подарок, который вы сможете позволить себе сами. Перо у вас хоть и небольшое, но в правильном месте. Подарок, который не просто дорогой, не просто радость вам приносит и удовольствие, но подарок, который будет максимально долго вам служить, да, либо будет максимально для вас полезным. Вот такая цыпочка у нас вышла, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.